Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. У нас очередное заседание правительства. Мы поговорим об обеспечении технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Но перед этим, конечно, хочу послушать и просил бы Владимира Вячеславовича Мединского поделиться с результатами своей поездки и переговоров в Стамбуле. Владимир Вячеславович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, докладываю, что стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате, велись сначала тет-а-тет более 3 часов, потом с участием всех членов делегации. Рабочим языком был русский. Мы передали наш проект меморандума о мирном урегулировании, который состоял из 2 частей. Первая часть – это условия заключения долгосрочного мира, и вторая часть – условия прекращения огня. Меморандум основан на базовых принципах, сформулированных вами еще в МИДе в июне прошлого года. Украинская сторона пообещала изучить его и дать свои комментарии позднее. В целом, в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сводятся к 2 пунктам. Первое – начать с 30 или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт – использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств. Это они все изложили в своем варианте меморандума, переданном нам 28 мая. Вот так, на обочине переговоров находился гуманитарный вопрос. Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия. И передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договоренности, а утверждать их. То есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам. Что касается гуманитарных вопросов, то договорились о следующем. Первое. Провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее 1000 человек с каждой стороны, в первую очередь категориями раненые, тяжело больные и военнопленные возрастом до 25 лет. Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы. Второе. Создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче друг другу тяжело раненых военнопленных, вне рамок общих обменов. Третье. Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6000 тел погибших военнослужащих ВСУ. Передать их специальными машинами, вагонами, рефрижераторами, где они хранятся. Готовы это тоже начать делать в ближайшие дни. Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, наверное, их намного меньше, но мы выразили готовность принять, если таковые будут. Далее. Предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по 2-3 дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать, но уже буквально через 2 часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Тем не менее, мы готовы к ней вернуться. Ну и, наконец, украинская сторона передала нам списки якобы похищенных с территории Украины 339 детей. Вот этот список, вот он. Мы взяли его в работу, у нас механизм работает уполномоченного по правам ребенка, будем по каждой фамилии разбираться. Но я отмечу, что в пропагандистских целях они ранее говорили о десятках и сотнях тысяч якобы вывезенных детей. Вот на самом деле 339, и надо еще разбираться, сколько из них находится. Они были спасены нашими солдатами, вывезены из-под обстрела, надо разбираться, сколько находится у нас, а сколько, как показывает практика, потом обнаруживается где-нибудь в Европе.
Вот так вот по всем, Владимир Владимирович, гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия. По остальным вопросам мяч на их стороне. Доклад закончил. Спасибо. Спасибо. Сергей Викторович, как вы оцениваете результаты этих переговоров? Спасибо, Владимир Ильич, уважаемые коллеги. Ну, Владимир Ростиславович сказал о главных результатах. Я считаю, что это важно, полезно. Процесс прямых переговоров, о чем вы предварительно условились в одной из последних бесед по телефону с Дональдом Трампом, он работает. И оба раунда, как мы знаем, дали конкретные результаты, включая обмен военнопленными 1000 на 1000. И вот сейчас, как рассказал глава нашей делегации Владимир Владимирович Мединский, дополнительные договоренности о новом, не менее крупном обмене, причем не просто обмене военнопленными в равной пропорции, но и передача тяжело раненых, больных и плюс возвращение тел погибших. Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь канал общения. Это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы, и именно согласование встречных гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо, тем более, что здесь, как я уже сказал, есть реальное движение вперед. В связи с тем, что вот сейчас было сказано про предложение краткой 2-3-дневной паузе для того, чтобы на определенных участках линии боевого соприкосновения собрать достойно тела погибших, возможно, там еще и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический и в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения, так же, как было проигнорирована наша инициатива о таких же гуманитарных паузах по случаю Пасхи и по случаю 80-летия Великой Победы. Несмотря на все это, Владимир Иванович, и несмотря на новые крупные преступные провокации в последние несколько дней, я бы считал важным не поддаваться на эти провокационные действия, явно нацеленные на то, чтобы сорвать переговоры и продолжать получать вооружение из европейских стран. Все средства, включая переговоры для достижения справедливых целей специальной военной операции, я считаю, необходимо задействовать. И Министерство иностранных дел активно участвует в делегации Владимира Ростиславовича Мединского. Согласен с этим. Но были, по-моему, как мне докладывали, еще какие-то комментарии с украинской стороны по поводу состава и уровня нашей делегации. Значит, да, комментарии были такие анонимные, их разогнали посредством массовой информации. К нам никто не обращался с конкретными вопросами и с конкретными идеями. Журналисты интересовались, мы разъяснили, что означает уровень помощника президента Российской Федерации. Владимир Вячеславович, было что-то? Нет, Владимир Владимирович, я все сказал, спасибо. Ладно, хорошо, спасибо большое. Так, теперь хотел бы послушать, пригласил на нашу встречу Бастрыкина Александра Ивановича. Хотел бы попросить его доложить о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях. Александр Иванович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, в Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются 3 уголовных дела о 3 терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различной степени тяжести гражданские лица и работники
железнодорожного транспорта. Первый теракт произошел в 22 часа 33 минуты 31 мая 2025 года на 43-м километре перегона Апельшино-Выгоничи Брянского региона Московской железной дороги. Были произведены 3 подрыва взрывных устройств, которыми разрушены опоры установленного над железнодорожными путями автомобильного путепровода. С упавшими фрагментами пролетов столкнулся локомотив пассажирского поезда с сообщением Климова-Москва, в котором находилось 388 пассажиров. Локомотив и 2 первых вагона сошли с рельс. В результате теракта пострадало 122 человека, из них 7 человек погибли, это машинист и 6 пассажиров. Причинены телесные повреждения 66 лицам, в том числе 4 малолетним детям. Установлены места закладки 3 взрывных устройств и изъяты их элементы. Экспертами установлено, что взрывные устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Их мощность составила около 15 килограмм в тротиловом эквиваленте. И, что очень важно, было установлено, что при подрыве использовался блок управления ЛОРА украинского производства. Второй теракт произошел в ночь на 1 июня 2025 года. Взорван железнодорожный мост на пересечении 43-м километром автодороги Тосно-Клиновка Курской области. Разрушение железнодорожных путей привело к сходу с рельс и крушению состава пустых товарных вагонов, перевозимых по маршруту Брянск-Остапово-Михайловский рудник. Локомотив загорелся. Машинист поезда и 2 его помощника получили телесные повреждения различной степени тяжести. Осмотром места происшествия установлено, что на железнодорожном полотне и под опорами железнодорожного моста произошел одновременный подрыв 5 самодельных взрывных устройств. По оценкам специалистов, устройства были снаряжены пластичным взрывчатым веществом иностранного производства. Участвующими в осмотре специалистами и взрывотехниками установлено, что способом приведения в действие взрывного устройства являлись блоки управления ЛОРА, опять того же ЛОРА, украинского производства, установленные на железнодорожных путях. Третий теракт произошел утром 1 июня 2025 года в Брянской области. Произведен подрыв 5 взрывных устройств, установленных под железнодорожным полотном на 6-м километре перегона Унича-Жеча в момент следования локомотива диагностического комплекса ОАО «РЖД». Подрыв взрывных устройств произошел непосредственно под локомотивом. Повреждены железнодорожное полотно и локомотив. С участием экспертов на месте преступления также были обнаружены 2 неразорвавшихся взрывных устройства. Масса изъятого пластичного взрывчатого вещества иностранного производства составляет не менее 2 килограммов. Общий размер причиненного в результате терактов ущерба по предварительным оценкам составляет более 1 миллиарда рублей. Расследование теракта ведется в тесном взаимодействии с органами ФСБ и МВД России. Хотел бы доложить, что правоохранительными органами ФСБ, Росгвардии, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая 2025 года на территории Брянской области проводились совместные оперативные мероприятия по обнаружению и обезвреживанию украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе этих мероприятий 22 мая 2025 года в районе деревни Микишево обнаружен схрон, в котором находилось 13 килограммов пластида и блоки управления ЛОРА украинского производства, которые используются спецслужбами Украины. На местах происшествия всех 3 терактов
использовался один и тот же профессиональный способ установки взрывных устройств, а также пластичное взрывчатое вещество иностранного производства и блоки управления ЛОРа украинского производства. Такие же блоки были обнаружены и в схроне. Таким образом, собранные следствием с помощью экспертов доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины. И расследование продолжается для установления всех исполнителей и организаторов теракта. Доклад закончен. Спасибо. Я прошу Михаила Альбертовича Мурашко доложить о том, как оказывается помощь пострадавшим. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, начну с момента поступления первой информации на пульт скорой помощи. Она поступила в 22:48, и через 15 минут две первые бригады ближайшие прибыли на место. А далее в 23:15 мы нарастили количество бригад еще из Брянска дополнительно до 17, включая в том числе Центр медицины катастроф и бригады РЖД медицины. Четко сработали алгоритмы действий, прописанные и те, которые мы отрабатывали в практических занятиях. Брянский центр медицины катастроф взял на себя координацию, подключил Федеральный центр медицины катастроф, и меня, как руководителя Всероссийской службы медицины катастроф, проинформировали в 11:07. Незамедлительно после получения информации была организована вся координация сил, также с участием и региональной системы здравоохранения, и средств РЖД. Слаженно работали работники Брянской области. В кратчайшие сроки для раненых и пострадавших были подготовлены Выгоническая центральная районная больница, также Брянская городская и областная больница, также областная детская больница. Более 100 медицинских работников, которые находились в нерабочее время дома, по личной инициативе и по мобилизационному резерву, несмотря на нерабочее время, прибыли на рабочие места. В условиях темного времени суток медики совместно со спасателями извлекали пострадавших из-под обломков, действовали скоординированно, и дополнительно в пунктах временного ожидания мы развернули еще бригады скорой помощи, которые оказывали помощь необходимую и психологическую, и медицинскую, в том числе и нуждающимся при разборе завалов. Хочу выразить огромную благодарность руководству региона, своим коллегам за высокий профессионализм, самоотверженность при оказании медицинской помощи. Хочу поблагодарить в том числе и проводников поездной бригады за оказание первой помощи пострадавшим. В медицинские организации Брянской области мы на усиление направили 17 специалистов федеральных учреждений и Департамента здравоохранения Москвы. По всем тяжелым пациентам были проведены телемедицинские консультации, по 3 детям со специалистами ИНИ неотложной детской хирургии, в которой я сейчас нахожусь, и специалистами РДКБ, также НМИЦ травматологии и ортопедии Приорова. Эвакуированы в федеральные клиники и медицинские организации города Москвы всего 6 пострадавших, в том числе 3 детей. 4-месячный малыш в тяжелом состоянии с множественными травмами доставлен вертолетом санитарной авиации. Но мы сначала на автомобиле скорой помощи, далее подключили уже и вертолетную эвакуацию. Сейчас состояние малыша стабилизировано. Сюда же и доставили его 7-летнего брата. Я сегодня проведал их, все находятся в стабильном состоянии, окружены любовью и заботой врачей, персонала, чувствуют себя значительно лучше. На Киевском вокзале в город Москву организовали прибытие пассажиров, когда также развернули медицинскую помощь, помощь психологов. В настоящее время на стационарном лечении находится 35 человек, в том числе 3 ребенка. 11 человек уже готовятся к выписке, тяжелых пациентов сейчас нет. Амбулаторная помощь была оказана 29 человекам, в том числе 1 ребенок. Также
выписаны 29 человек, и 56 человек получили амбулаторную помощь. Общее количество, с учетом обращавшихся уже и в более поздний период пациентов, оказали помощь мы 127 человекам, в том числе и родственникам оказывали психологическую помощь. Медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены и лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, кровью. Ситуацию держу на личном контроле. Доклад завершил. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Рядом с вами находится хорошо всем нам известный детский доктор. Есть что добавить, Владимир Михайлович? Или все достаточно? Добрый день, Здравствуйте. Владимир Владимирович и все присутствующие. Во-первых, я благодарю за возможность впервые участвовать в таком обсуждении вопросов высокого государственного уровня. Я уже старый, да, и хорошо вместе с тем все помню. Я хочу перенестись в 2014 год. В этот год в клинику был доставлен из Донбасса ребенок, мальчик с повреждением обеих ног, ампутацией рук и проблемы с глазами. Очень тяжелый ребенок. И мы обратились к руководителям многих стран, участвующих, с просьбой приехать в Москву, сесть рядом, 2014 год, сесть рядом с этим ребенком и решить вопрос о том, как закончить эту войну. Но, к сожалению, приехал только один человек. Владимир Владимирович, это вы. И видели этого ребенка, и с чего все тогда и началось. Не тогда, когда началась специальная операция, а за много до этого. То есть начали не мы, и мы об этом должны помнить и знать. То же самое, извините, в отношении Крыма. Если бы не было сделано то, что сейчас сделано, да, Россия была бы вообще отрезана, и от Черного моря то же самое. Это вынужденная была мера, исторически оправданная мера. У нас такое время наступило, что мы, к сожалению, должны быть готовы ко всем ситуациям. И не исключено, что такие теракты могут продолжаться. Мы должны быть едины в своем желании достичь мира и победы. И я бы хотел поблагодарить, я здесь Александра Ивановича Бастрыкина увидел, да, и вот когда этого ребенка ампутации конечностей привезли, вот именно его служба, и он лично сыграл большую роль в том, чтобы дети поправились. Спасибо большое вам. Вообще руку помощи протягивают многие. Я в Брянске с этой трагедией был в куче событий, я понимал, что происходит, я связывался с Брянском, да, и должен вам сказать, сработали медики отлично в Брянске, просто отлично. Часть детей лежала в областной взрослой больнице, там нейрохирургия детская, а часть детей лежала в детской областной больнице. И фактически они не дали возможность ухудшить состояние детей и сделали максимум для того, чтобы все было нормально. И теперь это редко представляется такая возможность. Но я хочу сказать, Владимир Владимирович, на моем веку прошло достаточно много министров здравоохранения, да, и та доля, которая досталась настоящего министра,
здравоохранения не позавидуешь. Да? Это инфекция жуткая, с которой надо было справляться вся страна. А теперь вот это то, что происходит с военными действиями. И нормально он работает. Молодец. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Про мальчика, которого вспомнили, я тоже хорошо помню. По-моему, Ваня его звали, зовут Ваня. Вот, да, это такой показательный пример. Правда. Вы сейчас упомянули про то, что делается на региональном уровне для пострадавших. Попросил бы Богомаза Александра Васильевича сказать на это еще несколько слов. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Я нахожусь в Брянской областной больнице. Здесь находятся пострадавшие, лечатся в результате террористической атаки вооруженных сил Украины пассажиры поезда Климова-Москва. Вот у меня за спиной находится Лена Николаевна, сама врач-кардиолог, жительница Нижнего Новгорода. Здесь Татьяна Ивановна, это жительница нашей Брянской области, работает в госпитале. Сын находится в СЛО, состояние удовлетворительно. Всего, как здесь сказали, за медицинской помощью обратились 127 человек. К сожалению, 7 человек погибли. Мы 2 июня в Брянске объявлен 3-дневный траур. С момента поступления извещения о теракте в Брянске был сформирован оперативный штаб, куда вошли все службы необходимые. На базе МЧС и Департамента социальной защиты открыты 2 линии горячие, где каждый мог узнать о своих родственниках. И работа скорой помощи, о чем и было сказано, она была такая коллективная, совместная работа. То есть это и бригады скорой помощи, это врачи в больницах, это и работники РЖД, МЧС, спасатели, сами пассажиры данного поезда. То есть вот все эвакуационные мероприятия были завершены в течение 1,5 часа. Все раненые доставлялись в наши больницы города Брянска, а пассажиры, развернутые 2 пункта временного размещения, где также с ними работали врачи и психологи. Все, кто изъявил желание продолжить свой путь на Москву, были доставлены автобусами на железнодорожный вокзал и 5 часов отправлены в Москву. После завершения всех эвакуационных мероприятий мы сразу же приступили к расчистке завалов и ремонту железнодорожных путей. Также здесь работали наши брянские строители, МЧС, железнодорожники и управление дороги Москва-Бобруйск. Все мероприятия были завершены менее чем за сутки, и уже 21 час 30 минут 1 мая было открыто движение. В Брянской области мы в самом начале специальной военной операции были приняты меры поддержки для наших мирных жителей, те, которые подвергаются именно атакам, теряют жизни, ранения. Вот семьям, кто потерял близкого человека, мы выплачиваем 1,5 миллиона рублей. Кто получил тяжелую травму, это 600 тысяч, и легкие и средние 300 тысяч рублей. Все пострадавшие в результате теракта получат данные выплаты. Уважаемый Владимир Владимирович, ситуацию с первых, можно сказать, минут и по сегодня я держу на личном контроле. Доклад закончен. Хорошо. Спасибо, Александр Алексеевич. Я хочу пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, в том числе и тем, которые находятся в палате, где вы сейчас. Всего хорошего. Олег Валентинович Белозеров, как идет работа по восстановлению и что с выплатами пострадавшим семьям, пострадавшим и семьям погибших, потому что в соответствии с законом России это на
на плечах лежит РЖД. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 31 мая на перегоне Пильшина-Выгонича в Брянском регионе произошло столкновение пассажирского поезда, о чем уже было доложено. В результате в железнодорожной части было повреждено 30 метров железнодорожного пути, тепловоз и 3 пассажирских вагона до степени списания. В автодорожной части полностью разрушены и не подлежат ремонту 2 пролета и 1 промежуточная опора путепровода. В ликвидации последствий сразу же были организованы штабы по восстановлению. Участвовало в рамках этого инцидента 180 человек и привлечено 11 единиц тяжелой техники. Полный перерыв движения составил порядка 24 часов. Инцидент повлиял на движение 3 пассажирских поездов. 2 поездам был изменен маршрут движения, но в пункт назначения поезда прибыли по расписанию. 1 поезду был сокращен маршрут, и от станции Брянск до пунктов назначения пассажиры доставлены автобусами, которые были предоставлены администрации Брянской области. В настоящее время движение поездов по участку осуществляется без ограничений. При этом Росавтодором организованы работы по восстановлению путепровода, которые будут завершены не позднее 1 октября 2025 года. Росавтодором по согласованию с администрацией Брянской области определены временные маршруты объезда. По 2-му инциденту на перегоне Остапово-Михайловский рудник Курской области в ликвидации последствий участвовало 200 человек. В связи с данным происшествием изменена схема движения поездов, выполнена очистка автомобильного полотна от разрушенных конструкций. В настоящее время автомобильное движение осуществляется без ограничений. Восстановление железнодорожного путепровода в прежних габаритах, мы согласовали этот вопрос с губернатором Курской области, там есть нюанс. Нужно обязательно сохранить габарит для грузовых автомобилей. Будет завершено в течение 2 месяцев, и движение будет открыто не позднее 2 августа. В период перерыва движения на данном направлении вывоз грузов будет обеспечен с использованием альтернативных маршрутов и не повлияет на объемы перевозок. По 3-му случаю в Брянской области тяжелых последствий не было. Все необходимые работы ремонтные выполнены и движение полностью восстановлено. Основное внимание, конечно же, как вы сказали, Владимир Владимирович, нами было направлено на инцидент в Брянской области с пассажирским поездом и на оказание помощи пассажирам. Пострадали и пассажиры, и сотрудники РЖД. В настоящее время часть пострадавших продолжает стационарное лечение, часть уже выписана. Компанией организовано оперативное взаимодействие со всеми пострадавшими пассажирами и их родственниками. Для них обеспечен бесплатный проезд до станции Брянск. Принимая во внимание тяжелое эмоциональное и физическое состояние пассажиров, мы сразу же организовали командирование наших работников в Брянск для посещения всех пострадавших, размещенных в больницах. Оказана помощь продуктовыми наборами, санитарно-гигиеническими принадлежностями и предоставлена необходимая телефонная связь. Принято решение из благотворительных средств РЖД выплатить 2 200 000 рублей членам семей погибших, 1 миллион госпитализированным пострадавшим пассажирам с тяжелой степенью тяжести, 500 000 рублей госпитализированным пострадавшим пассажирам со средней и легкой степенью тяжести, 100 000 рублей пассажирам, обратившимся за медицинской помощью. Вот на данный момент уже произведено 55 выплат на сумму 36,5 миллионов рублей, в том числе 5 выплат родственникам погибших пассажиров. Всем пассажирам, которые находились в поезде во время происшествия, возвращается полная стоимость проезда. 354 пассажира уже ее получили, а остальным пассажирам стоимость будет возвращена в ближайшее время с учетом особенностей покупки билетов. Кроме того,
предусмотрены дополнительные выплаты по договору об обязательном страховании ответственности перевозчика перед пассажирами. Нами организовано взаимодействие пострадавших пассажиров со страховой компанией. Также создана и функционирует круглосуточная горячая линия для пассажиров поездов и их родственников. В 2 инцидентах пострадали и сотрудники российских железных дорог. Поездная бригада пассажирского поезда, несмотря на полученные травмы, с первых минут происшествия вместе с сотрудниками МЧС участвовала в эвакуации пассажиров, в том числе и из разрушенного и поврежденных вагонов. Всем нашим сотрудникам также оказана и оказывается вся необходимая помощь. Особое внимание уделено семье погибшего машиниста Мишина Павла Николаевича. Я, уважаемый Владимир Владимирович, хочу высказать глубочайшие слова благодарности за помощь специалистам МЧС, Минздрава, администрации Брянской и Курской областей, Министерства обороны и Министерства транспорта. Нам на помощь пришли даже железнодорожники Белоруссии. Уважаемый Владимир Владимирович, я прошу вас рассмотреть возможность о поощрении лиц, непосредственно задействованных в ликвидации последствий этих происшествий, а также отметить действия локомотивной бригады пассажирского поезда. Машинист поезда до конца оставался на рабочем месте, проявив личное мужество. Это позволило не допустить более трагических последствий. Спасибо за внимание. Спасибо, благодарю вас. Татьяна Алексеевна, есть что добавить к тому, что было сказано Олегом Валентиновичем? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, правительством в соответствии с действующим порядком также будет оказана помощь членам семей погибших граждан в размере 1 167,5 тысяч, гражданам, получившим тяжелые поражения и средние поражения здоровья в размере 627 тысяч и легкие поражения 313,5 тысяч рублей. Соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан. Одновременно я бы хотела доложить, что на данный момент мы назначили пенсии по случаю потери кормильца на 5 детей в отношении 2 погибших граждан. Пенсии назначены проактивно, без истребования соответствующих заявлений. Выплаты будут произведены в кратчайшие сроки после получения информации о реквизитах банковского счета для перечисления пенсии или информации по выплате через организации почтовой связи. Мы открыли горячие линии по оперативному оказанию мер социальной поддержки пострадавшим. Также организовали работу по назначению выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве. При исполнении трудовых обязанностей пострадали 24 застрахованных по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев. Как уже было сказано, 1 человек погиб, 23 получили травмы. И сейчас в Брянской и Курской областях сформированы комиссии по расследованию несчастных случаев. Как только мы получим соответствующие медицинские заключения о степени тяжести повреждений здоровья, будут назначены единовременные и ежемесячные страховые выплаты. Работа находится на постоянном контроле. Спасибо. Спасибо большое. По обсуждениям первой части нашей сегодняшней встречи хотел бы сказать несколько слов, а потом перейдем ко второй части. Прежде всего прошу правительство, региональные власти принять все необходимые меры для помощи семьям погибших. И я от себя хочу выразить искренние соболезнования этим семьям. Необходимо оказать и помощь пострадавшим, всю необходимую помощь. Хочу поблагодарить сотрудников МЧС, работников РЖД, других служб за все, что вы делали, уважаемые друзья, оказывая помощь людям, попавшим в это тяжелейшее происшествие. Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт. И решение о совершении подобных преступлений
конечно, принимались в Украине на политическом уровне. Что в этой связи хотел бы отметить? Конечно, везде и всегда в ходе вооруженных конфликтов, к огромному сожалению, страдают гражданские лица. Но то, что было в Брянской области, это целенаправленный удар по гражданским лицам. А по всем международным нормам такие действия называются терроризмом. Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв переговорного процесса. Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наше опасение в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов. Вспомним, еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении России на поле боя. Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. Что касается вопросов, затронутых Сергеем Викторовичем, мы говорили с ним еще отдельно на этот счет, по поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы, то в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери. И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя. Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией, в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают. Но мы еще с некоторыми коллегами обсудим все нюансы этого дела. И поговорим и с министром иностранных дел, и с представителями силового блока на ближайшем заседании Совета Безопасности. Теперь несколько текущих вопросов по сегодняшней тематике, о чем бы я хотел сказать 2 слова. Первое о северном завозе. И вот о чем хотел бы попросить. Нам нужно своевременно принять решения, связанные с финансированием этого
северного завоза. Я не буду сейчас вдаваться в детали, но мы каждый год этим занимаемся, и я бы просил обратить на это особое внимание. Мы еще к этому вернемся в ближайшее время. Сейчас просто ограничусь самой темой, на которую я сейчас указал. И второй вопрос. Я просил нового Александра Валентиновича доложить о том, как прошел второй Кавказский инвестфорум, ну, с учетом того, что у меня там намечаются протокольные мероприятия. Просто обращу внимание на то, что были подписаны контракты на 206 миллиардов рублей, и это почти в 2 раза больше, чем в 2024 году. Потом поподробнее попрошу Александра Валентиновича об этом тоже мне доложить. Ну, давайте перейдем к основному вопросу. Шадаев Максут Игоревич по поводу обеспечения технологического суверенитета в области коммуникационных сервисов. Максут Игоревич, прошу вас. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Мы неоднократно обсуждали, что Россия одна из немногих стран в мире, которая обладает хорошо развитой экосистемой собственных интернет-сервисов. Причем сервисов очень востребованных и популярных у нашего населения. Приведу несколько цифр. Почти 70% российских пользователей ищут информацию в Яндексе, в нашем российском поисковике. В абсолютных цифрах это почти 50 миллионов человек в день. 40% российских пользователей используют наш отечественный браузер для доступа к интернет-сайтам. В российских социальных сетях, в ВК и Одноклассниках у нас зарегистрировано около 80% совершеннолетнего населения нашей страны. Каждый день в них заходит примерно 60 миллионов человек. 40 миллионов семей у нас регулярно совершают покупки в российских маркетплейсах, а 10 миллионов человек ежедневно в российских мобильных приложениях заказывают такси или доставку еды в том числе. У нас очень хорошо продвинута индустрия онлайн-кинотеатров. 80% наших граждан смотрят онлайн-фильмы и сериалы на российских сервисах. Это примерно 15 миллионов человек в день. При этом за последние годы очень сильно выросла аудитория тех, кто смотрит именно российские фильмы и сериалы. Все это стало возможным благодаря мерам поддержки IT-отрасли и механизмам обеспечения равной конкуренции с глобальными игроками. При этом, начиная с 2022 года, мы столкнулись с многочисленными ограничениями, которые ввели в отношении нашей страны зарубежные цифровые платформы, глобальные бигтехи, как мы говорим. Многие из них и ранее, в общем, не стремились выполнять все требования российского законодательства, но после начала СВО стали, откровенно говоря, вести себя совсем деструктивно по отношению к российским пользователям. Ну, несколько примеров я расскажу. Зарубежные магазины приложений начали массово блокировать мобильные приложения наших крупнейших банков, агрегаторов, перевозчиков. Их просто удаляют из списка доступных для скачивания приложений и блокируют доступ наших разработчиков к магазинам. В ответ на это при поддержке правительства компания ВК летом 2022 года запустила отечественный магазин приложений «Рустор», через который можно на Android-устройство загружать заблокированные мобильные приложения. Владимир, сейчас этот магазин приложений наш российский установлен больше, чем на 80 миллионов устройств. 50 миллионов российских пользователей раз в месяц обращаются к нему для обновления приложений. И в этом магазине уже доступны десятки тысяч мобильных приложений, в том числе зарубежных. Например, китайские производители там размещают игры для доступа российской аудитории. В ближайшее время Государственной Думой будет рассмотрен законопроект, который по аналогии с Европейским Союзом обяжет производителей мобильных устройств обеспечить возможность установки нашего магазина приложений. Но дальше посмотрим, как он будет исполняться. Мы все хорошо помним, что после начала СВО YouTube, крупнейшая видеоплатформа, отключила возможность нашим блогерам зарабатывать на рекламе. А в прошлом году, без всяких объяснений, эта платформа начала массово блокировать, удалять каналы наших популярных авторов, и в том числе поп-звезд, аудитория которых насчитывала несколько миллионов подписчиков. В результате эти блогеры, авторы перешли на российские агрегаторы пользовательского видео,
Таких у нас два: ВК-видео и Рутуб. И мы видим сейчас, что 2/3 трафика Ютуба ушло на российские площадки, львиная часть ушла на ВК-видео. Рутуб тоже показывает неплохие темпы развития. Аудитория ВК-видео сейчас больше 40 миллионов пользователей в день. В общем, в этом смысле мы хорошо перехватили часть этого трафика. Ну и многие другие примеры. Например, в 2022 году ChatGPT, известный, который был запущен, сразу запустился с ограничением доступа российских пользователей. Сразу изначально заблокировали возможность обращения к своему сервису российских граждан. При этом хорошо, что наши отечественные разработчики больших языковых моделей, и Яндекс, и Сбер, уже через несколько месяцев запустили свои конкурентные приложения, которые, в общем-то, по качеству очень сопоставимы с ChatGPT. И сейчас доля этих приложений внутри нашей страны по количеству пользователей составляет 95%. Это очень важно. Хотел бы также отметить, что после начала СВО, это очень позитивный факт, что наши отечественные ведущие цифровые платформы вернулись в российскую юрисдикцию, так сказать, в родную гавань. Сегодня при этом, конечно, самым популярным сервисом для наших пользователей являются зарубежные мессенджеры. Ими ежедневно в России пользуются более 90 миллионов человек. Ежедневно в мессенджере примерно проводит наш средний пользователь 50 минут. В общем, это такая значимая цифра. При этом за последние 3 года аудитория их выросла на 30%. При этом есть страны, которые имеют свои национальные мессенджеры. Япония, Южная Корея, Вьетнам, Китай. И сейчас эти мессенджеры национальные доминируют на локальных рынках. Недавно компания ВК вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами, не уступает. Это приложение построено на новой архитектуре, в него сразу встроены технологии машинного обучения, и этот мессенджер уже по многочисленным отзывам обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов, лучше, чем у зарубежных мессенджеров. Самое главное, что это открытая платформа, которая позволяет внешним поставщикам встраивать внутрь мессенджера свои сервисы. Например, банки могут реализовать свои сервисы безопасного взаимодействия со своими клиентами. На этой платформе также возможно организовать дополнительное предоставление государственных сервисов. Наши граждане, например, могут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов, которые могут заменить бумажный паспорт в простых бытовых ситуациях. Мы это несколько раз обсуждали. Например, при подтверждении статуса школьника, студента для бесплатного прохода в музеях или предъявления прав на управление транспортом, покупки алкоголя или табака, предъявления возраста или заселения в гостиницу. Еще раз хочу подчеркнуть, что цифровые документы никак не заменяют бумажный паспорт и позволяют тем, кто хочет, использовать мобильное приложение на смартфоне и кто готов к этому. Также пользователям мессенджера может быть предоставлена возможность подписания цифровых документов. Мы это тоже несколько раз обсуждали, что нам очень важно обеспечить электронной подписью наших граждан. Сейчас у нас работает приложение «Госключ». Электронная подпись бесплатно доступна для всех наших граждан. Собственно, мессенджер может использоваться для того, чтобы подписывать простые документы между гражданами. Это согласие, на обработку персданных или договор аренды квартиры, договор купли-продажи автомобиля. Или если идет у нас человек в стоматологию, требуется подписать договор на оказание медицинских услуг. Для этого мы можем встроить в мессенджер сервисы Госключа. Владимир Ильич, у нас очень популярны школьные чаты. Мы в период ковида создали на коммуникационной платформе «Сферум», которая предоставляется компанией ВК, такой сервис. Уже 35 миллионов пользователей зарегистрированы. Это учащиеся, их родители, учителя. Ежедневно российскими школьными чатами пользуются более 90 миллионов человек. Очевидно, сейчас эти чаты также могут перейти в российский мессенджер. При этом мы туда также можем реализовать возможность получения напрямую оценок или домашних заданий из системы ведения электронных журналов и дневников. Сейчас обычно делают скриншот и отправляют его в мессенджеры. Также хочется напомнить, что сейчас родители до сих пор вынуждены на бумаге писать объяснительные, заполняя, и отдавая эту бумагу, когда по разным причинам ребенок
запускает занятия. Понятно, что этот сервис также может быть реализован в мессенджере. Ну и, конечно, мы много обсуждаем, что мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника, или сейчас говорят цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы и, так сказать, предоставит прямо в мессенджер цифровой документ, подтверждающий факт оказания услуги. В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов, подготовлен законопроект, который позволит создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска. С этой точки зрения у нас готовность есть. Знаете, да, у меня в этой связи вот что хочу сказать, хочу о чем попросить. Григоренко Дмитрия Юрьевича просто уделять особое внимание поддержке интернета в целом. Потому что без этого нам и свой мессенджер очень тяжело будет поддерживать. Да? Первое. И второе, сейчас обращаюсь к руководителям всех ведомств правительства. Прошу иметь в виду и прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу. Это чрезвычайно важно.